Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко некоторые его темы. Новые правила. Минздрав России усиливает профилактическое направление в работе поликлиник. Праздник для детей. В Сосногорске начали работу детские оздоровительные площадки. «Я сам». С 1 сентября на базе 14-го детского сада начнет работу Центр развития ребенка. В Сосногорске начинается запуск фонтанов. Эти объекты уличной архитектуры всегда находятся в центре внимания горожан в летний период. Возле них приятно отдохнуть в теплый день всей семьей. А для детворы это вообще особая забава. Когда городские фонтаны заработают в полную силу, узнала наша съемочная группа. Сегодня, несмотря на дождливый день, заработал фонтан возле Дома детского творчества. Сейчас должен быть центральный. Подрядчик, который в этом году будет обслуживать фонтаны, накануне уже провел его расконсервацию. С помощью специального оборудования промыл чашу, проверил оборудование и провел пробный запуск. В процессе пуска там выявилась кое-какая неисправность. Да? Там вот кран надо будет поменять перед одним насосом и установить, заменить песочный фильтр, скажем так. Он там тоже, видимо, за время зимы вышел из строя. Но потом летом будем менять уже светильники. Как рассказал подрядчик, наладка оборудования и поэтапный запуск ждет все водные объекты Сосногорска, включая и фонтаны в семейном парке Юготлун, которые не работали прошлым летом. У нас в соответствии с договором расконсервация фонтанов, техническое обслуживание в течение летнего периода до конца сентября, и ремонт, который там запланирован. Замена светильников, чашу надо будет кое-где подделать, загерметизировать. И из оборудования там, возможно, насосы, сделать техническое обслуживание. Работы по запуску фонтанов идут полным ходом. Но для того, чтобы наслаждаться игрой воды все лето и взрослым, и детям, надо задуматься о бережном отношении к фонтанам. Такого в ближайших городах нет. В Уфте такого нет, честно скажу. Фонтаны у вас замечательные, люди сидят, душа, видимо, радуется, дети бегают. Просто немножко бережно относиться, не надо кидать лишний мусор туда. Все это в итоге влияет на дорогостоящее оборудование, которое там установлено. Напомним, что в прошлом году был капитально отреставрирован самый экстравагантный фонтан города – «Белка с шишкой». Помимо работ по благоустройству территории и облицовке чаши, была произведена установка дополнительной конструкции – большого кольца, которое позволит фонтану заиграть новыми формами и красками. Всего же в городском бюджете на обслуживание фонтанов предусмотрено 680 тысяч рублей. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Минздрав России усиливает профилактическое направление в работе поликлиник. Это предусмотрено утвержденными министерством новыми правилами обязательного медицинского страхования. В ближайшие 2 года планируется проведение диспансеризации и профилактического осмотра россиян. По итогам кампании для каждого человека будет определена группа здоровья. Все население 100% ежегодно. Население старше 40 лет проходит диспансеризацию ежегодно. То есть это позволяет нам выявить более глубоко и заподозрить, скажем, онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы. Население касаемо до 40 лет, чтобы не думали, что его как-то обидели, оно, значит, 1 раз в 3 года остается у них диспансеризация взрослого населения, и вот эти промежуточные 2 года – это профилактические осмотры. То есть у нас сейчас население от 18 лет и до бесконечности должно осматриваться ежегодно. Если во время обследования выяснится, что у человека хроническое заболевание и он нуждается в постоянном контроле врача, его поставят на диспансерное наблюдение. Новые правила предусматривают, что обследовать таких пациентов будут регулярно, 1-2 раза в год, а в некоторых случаях и чаще. Чтобы человек не забыл, что пора показаться врачу, ему будут звонить или писать специалисты и приглашать в поликлинику. Надеемся, что хотя бы поможет как-то нам это снизить онкологию. Потому что в последнее время, конечно, рост онкологических заболеваний нас пугает. Эта проблема стоит очень остро, поэтому будем надеяться, что последние изменения в диспансеризации будут помогать нам снизить такие важные
заболевания, как онкология и болезни системы кровообращения. Кроме того, по новым правилам страховые представители будут обязаны работать с обращениями и жалобами граждан, помогать пациентам при возникновении спорных случаев. Если у человека возникнут сомнения в качестве диагностики и лечения, страховые представители могут назначить экспертизу полученной медпомощи. Они также могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, в том числе и из ведущих профильных клиник страны с помощью телемедицинских технологий. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске начали работу детские оздоровительные площадки. 600 школьников за лето не только отдохнут, но и поправят свое здоровье. Торжественное открытие каникул и праздник День защиты детей состоялись на прошедших выходных. Городской дом культуры подготовил для юных жителей Сосногорска увлекательное путешествие в чудесную страну сказок с любимым героем – Незнайкой. Кто летает на ступе и на метле? Белую букву мне подскажи, а? Обойдешься. Золушка! Золушка! Малышей ждали приключения, песни, танцы и игры. Они давали им скучать в этот день солисты вокальной студии «Вернисаж», участники театральной студии «Пилигрим», хореографические коллективы «Джориджес» и «Кристалл». А на площади около Дома детского творчества состоялась торжественная линейка, посвященная открытию детских оздоровительных лагерей. Песни, танцы и игры для ребят стали веселым началом каникул. Раз, два, три, начни! Детские смены будут тематическими – от художественного и спортивного направления до технического творчества. Впервые в Сосногорске заработают и 2 театральные площадки. В рамках Всероссийского года театра творческие мини-студии откроются на базе Дома детского творчества и школы номер 5. В течение лета взрослые запланировали для детей множество мероприятий. Праздники, состязания, игровые программы, выставки, акции и флешмобы, пешие экскурсии и туристические слеты в семейном парке «Юготлун». Кроме этого, организаторы вовсю готовятся к проведению фестиваля красок и фестиваля граффити, интеллектуальных игр «Мозголомка» и различных арт-площадок. Незаметно взрослеют дети и однажды лишаются сна. Дома отчего тихую пристань покидают они вновь и вновь, за мечтою стремляясь чистой, за мечтою стремляясь чистой и зовет за собою любовь. Не останутся в стороне и те ребята, которые не записались на летние площадки. Для них тоже будут проводиться различные развлекательные мероприятия. Отметим, что все они будут в рамках муниципальной программы «Доброе, интересное и полезное лето», в разработке которой активное участие принимали члены Совета старшеклассников. Всего этим летом планируется открыть 17 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, а также проведение около 500 увлекательных мероприятий. В первый день лета чествовали и лучших школьников Сосногорского района. В этом году на ежегодный муниципальный слет отличников собралось около 300 умников и умниц. Открыл мероприятие председатель Совета муниципального района Сосногорск Андрей Терентьев. В этом году ребята отлично поработали, старались, зарабатывая пятерки, участвовали в мероприятиях. И 276 сосногорских ребят, девчонок стали отличниками. Хочу вас с этим поздравить. Он вручил старшеклассникам стипендии главы района за высокие результаты в учебе, а также за победы в муниципальных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Благодарственные письма получили в этот день ученики со 2 по 10 класс. В их адрес звучали громкие аплодисменты и слова благодарности от почетных гостей праздника. Хотелось бы пожелать успехов, не снижать планки и выше прославлять республику, а потом страну своими успехами. Это же замечательно, когда растут такие дети. Сами же ребята рассказали, что быть отличником не так уж и просто, как это может показаться на первый взгляд. Каждый день надо много чего учить и стараться. Ну да, надо каждый раз получать пятерки и надо делать всегда домашнее задание. Просто нужно стараться и идти к своей цели. Все надеются на тебя, чтобы ты им помог
например, по домашнему заданию или помочь на контрольной. Я им чаще всего отказываю, потому что не буду же за них сдавать, например, экзамены. Впереди у школьников долгожданные летние каникулы, за время которых им надо успеть хорошо отдохнуть, чтобы новый учебный год стал для них таким же плодотворным и успешным. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. С 1 сентября на базе 14-го детского сада города Сосногорска начнет работу Центр развития ребенка «Я сам». Его торжественная презентация состоялась на базе образовательного учреждения на минувшей неделе. Вместе с родителями преимущества нового муниципального проекта узнал Андрей Калиничев. Различные центры развития набирают популярность среди родителей юных сосногорцев. Альтернативой частным студиям станет муниципальный центр развития ребенка «Я сам», созданный на базе Сосногорского детского сада «Цветик-семицветик». Занятия будут проводиться в зависимости от каждой студии 1-2 раза в неделю. Будут проводиться опытными педагогами, которые прошли специальную подготовку, проходят еще, обучаются. И в отдельных классах, то есть если группа «Веселый мяч» будет для детей ясельного возраста, малышей, это будет в физкультурном зале, робототехника в классах, у нас оборудованы классы, и также из-за студия тоже это в отдельных классах. Интерактивные игры, бумагопластика, физические упражнения – все это сделает досуг ребят увлекательным и полезным. Центр развития рассчитан на воспитанников детских садов всех возрастов. Так, например, малыши от 3 до 7 лет будут постигать азы робототехники и конструирования. Занятие конструкторами, оно в первую очередь направлено на развитие мелкой моторики рук. Это развивается очень хорошо логическое мышление, внимание, память. И вообще мыслительная операция у детей намного лучше в этом возрасте работает даже, чем у взрослых. А тем, кому уже исполнилось 5 лет, будут предложены занятия в арт-студии, оснащенной современным оборудованием для творческого развития малышей. Это очень увлекательное занятие для детей. Есть у нас световой стол, на котором также можно рисовать песком. И планируем использовать технологию Эмбро. Это рисование красками на воде. Здесь, конечно, это направление художественно-эстетическое, оно направлено на развитие, в первую очередь, творчества детей. И очень будет полезно для детей с ОВЗ. Презентация Центра развития произвела положительное впечатление на родителей юных сосногорцев. Как признаются мамы дошколят, своих детей в 14-й детский сад они обязательно приведут. Считаю, что это очень доступно для детей. Не все родители могут себе позволить водить ребенка в платные центры, а здесь все доступно, очень интересно. И думаю, что мы подумаем, что привезти сюда своего ребенка. Я, как многодетная мама, конечно, очень довольна, что в наших детских садах появились прекрасные современные возможности для развития наших детей, чтобы они шли в ногу со временем. Мне все понравилось, и я думаю, что обязательно в сентябре приведу сюда своих малышей. Центр развития «Я сам» начнет работу с 1 сентября этого года. Для того, чтобы записать в него ребенка, родителям необходимо обратиться к руководству 14-го детского сада. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В конце выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков, в первую половину недели погода будет обусловлена холодной частью циклона, где при умеренном северном ветре в большинстве районов пройдут дожди. Территория республики будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, но периодически свое влияние будут оказывать атмосферные фронты. По ночам прогнозируется 7-12 градусов тепла, но в начале недели местами не исключено понижение до 0-1. Днем 12-17 градусов. Во второй половине недели температурный фон станет повышаться и составит уже плюс 18-25 градусов. У меня на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу. Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача.